Стоп загрязнению окружающей среды. В Карабулаке решили перекрыть кислород нарушителям, которые регулярно свозят мусор на местный полигон. Надежный шлагбаум, круглосуточная охрана и штраф 5000 рублей призваны остановить незаконный сброс мусорных отходов. Пост при въезде на законсервированную свалку в Карабулаке установили 2 недели назад. И в первый же день такие меры принесли свои плоды. Со слов охраны, к 11 часам вечера удалось остановить 8 машин, доверху груженных бытовыми и строительными отходами. Не обошлось и без попыток договориться с охранниками. Short мусор яшул, ахшул дараз яшул, цан шемерж принимать, да бухит, даш бахта свой yaxшиня кахабой. Экологические преступники обычно орудуют в ночное время, и всяческие попытки выявить нарушителей терпят неудачу. По словам руководителя городской администрации, в основной своей массе закон нарушают частные компании и организации. Вина жителей региона, конечно, есть, но она несоизмерима с тем объемом, который ежедневно завозят грузовые машины. Все наши уговоры, все наши просьбы и в соцсетях, и на сайтах никакого успеха не увенчались, поэтому было принято решение поставить этот пост. Но Далгайт Мацани у нас сейчас данный пост не пропускает машины, то есть у нас уже нет скопления мусора. И тот мусор, который уже был, мы его убираем. Половину мусора уже вывезли при помощи специальной техники. Свалку давно хотят ликвидировать раз и навсегда, но по вине недобросовестных граждан этот процесс дается с трудом. Просьбы не загрязнять окружающую среду не приносит результата, сетует в мэрии Карабулака. У нас проблема в том, что все равно люди по старой привычке, может быть, не хотят они ездить в полигон, который находится в городе Сунжа. И им легче заехать сюда, выбросить и уехать. Честно говоря, не знаю, как это назвать, но у нас у нас есть полигон, чтобы проехать немножко дальше, выбросить, они бросают сюда, и видно, и деньги им не надо давать, грубо говоря, и лишний километраж, чтобы не накручивали. Еще одна беда – это частые поджоги. Каждое лето охотники за цветным металлоломом сжигают бытовые и строительные отходы. В своих корыстных целях они забывают о здоровье живущих рядом людей, не говоря уже о том, какой вред их действия наносят природе. Полностью убрать свалку планируют к концу следующего года по программе «Ликвидация стихийных свалок». Микаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.